говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Вот оно, наше событие сегодняшнее, точнее вчерашнее, но событие продолжает развиваться. Испанский судья выписал ордер на объявление международный розыск и на арест целой группы россиян, среди которых есть высокопоставленные чиновники. И мы будем с вами сегодня исследовать, расследовать, говорить о том, кто эти люди, за что их так, и почему испанская пресса называет их, некоторых из них, по крайней мере, ближайшим окружением Владимира Путина. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами на связи мой коллега из Санкт-Петербурга, я хотела сказать, Виктор Резунков. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Виктора мы очень хорошо видим и слышим. С нами в студии Андрес Ландабасо, испанский профессор, работающий в России. Здравствуйте, Андрес. Добрый день. Можно говорить, что вы испанский профессор, работающий в России, или это неправильно? Это достаточно точно, да, но работающий и живущий в России. И живущий в России, да, в общем, россияне, испанский россияне. Да. Или так, российский испанец. Да, с нами на связи из Лондона адвокат Владимир Гладышев. Владимир, здравствуйте. Есть связь с Владимиром? Может быть, пока еще нет, потому что Лондон дальше, чем Санкт-Петербург, и тем более Москва. И мы начинаем с вопроса. Виктор, я обращусь сразу к вам, потому что вы занимались историей, обращаюсь в Санкт-Петербург, историей всей этой операции. Вы сегодня видели список из 15 фамилий. Вы могли бы нам сказать, какие фамилии для вас совершенно не сюрприз, и они давно звучат в связи с выражением окружения Владимира Путина, в связи с делом испанской мафии и так далее? Какие из этих фамилий? Сегодня Фонтанка.ру поместила интервью с некоторыми фигурантами этого списка, в частности, с тем же самым Геннадием Петровым. И мне отмечено, что все они достаточно респектабельны, себя прекрасно чувствуют. Никто бы, глядя на них, не сказал, что это какие-то представители мафиозных структур и так далее. Единственное, что они жалуются, что они теперь никуда не ездят вообще, боятся, потому что некоторые даже заявили, что во Вьетнам даже боятся ехать, потому что их там могут арестовать и отправить в Соединенные Штаты Америки. Почему-то такая была. Разумеется, известный предприниматель Илья Драбер. Драбер – это антикварный предприниматель, но он занимался, конечно, не только антикваром. Он, собственно говоря, с начала 90-х годов практически вместе с Кумариным и вместе, как это не парадоксально звучит, с нынешним начальником Федеральной службы по борьбе с наркотиками Виктором Ивановым, они практически, и еще с группой приближенных людей к Владимиру Путину, они практически захватили Петербургский порт. Надо отмечать, что это очень важно, потому что с этого момента огромные потоки денег стали идти к этой группе людей. Там фигурирует очень много убийств, и в частности Михаил Маневич был убит именно из-за этого порта. В общем, это неудивительно, что значит это фамилия Илья Драбера. Я хочу обратить, Виктор Гавриленков — это такой мафиози небольшого масштаба, такой он как бы был, так же как еще тут некоторые люди фигурируют, Павел Кудряшов и Олег Носков. Но на самом деле любопытно здесь еще присутствие в этом списке, конечно же, заместителя Виктора Иванова, главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Это, конечно, известного Николая Аулова, который генерал-лейтенант сейчас, насколько мне известно. Это вообще легендарная личность. В частности, с его именем связан арест известного врага Владимира Путина Анатолия Собчака Юрия Шутова. И практически все это дело было как раз осуществлено Николаем Ауловым. Можно еще ответить здесь некоторые такие люди, в частности, например, я говорил уже, Гавриленков такой тоже есть. Лена, здесь на самом деле как-то концентрироваться на списке только этих 15, бессмысленно, потому что на самом деле количество людей, занятых во всей этой операции, в частности по тому же порту петербургскому, оно огромное, это очень огромное. Это в 90-х годах было создано такое специальное агентство
которое называлось, сейчас я скажу, как, простите, вот тут у меня, это такое, оно называлось «Закрытое акционерное общество объединения банков, инвестирующих в порт», АБИП сокращенно. И вот этот АБИП как раз возглавлял Трабер, и объединение стало в конечном итоге управляющей компанией морского порта. Виктор, да. Подождите, пожалуйста. Хорошо, самое интересное, что вы начали как раз с конца списка. Я-то вообще-то больше информации владею об этих персонах, которые возглавляют список. Это видные чиновники, российские депутаты, в том числе действующие. Очень хорошо, что вы нас просветили о тех людях, о которых мы совершенно ничего не знаем. Но какая связь питерского порта с испанским делом все-таки? Ну, здесь очень много параллелей. Во-первых, мне еще предстоит, конечно, проводить большие расследования. Здесь это связано и с фирмой СПАК, так называемой, которая занималась непосредственно перевозкой кокаина. И кокаин, кстати говоря, вот я разговаривал недавно с журналистом Дмитрием Запольским, который был вхож в эти круги, он знал и Кумарина и так далее. Он говорил, что тогда было огромное количество кокаина, он шел через Петербург. И мне вот эти все эти истории, они тут же как бы закрывались, как только начиналось вообще исследование на эту тему. Отмечалось, что, собственно говоря, вот здесь можно привести заявление известного сотрудника КГБ, который Вадим Юрий Швец, да, который бывший подполковник, он в сентябре еще 2006 года, он сказал, что, собственно говоря, Виктор Иванов тесно сотрудничал с Владимиром Кумариным и помог Кумарину взять под контроль Петербургский порт для контрабанды наркотиков из Колумбии в Европу. Все это так или иначе, конечно же, фигурирует, насколько я знаю, в какой-то степени, по крайней мере, отмывание денег фигурирует в докладе испанского правосудия. Да. Спасибо, Виктор. Это вот мы будем еще не раз к этому возвращаться. Я вот хочу, Андрей, с вас о чем спросить. Давайте, вот как бы это объяснить? Людям, которые совсем не в теме, и они слышат только такой шумный всплеск. Испанская прокуратура наложила арест, арестовала, объявила в розыск. Они не очень понимают, им кажется, что это вот сегодня происходит, сейчас. На самом деле это очень старая история. Это все звенья какой-то очень старой цепи. И начиналась эта история в 2008 году. И уже все забыли, что эти же персонажи, тот же депутат Государственной Думы, тот же депутат по фамилии Владислав Резник, он уже был когда-то преследуемый, его вилла была арестована испанская. Все это было в 2008 году. И все это начиналось с дела Геннадия Петрова. И вот я хочу вас спросить, и тогда же были установлены его связи Геннадия Петрова, и тогда же он был арестован, Геннадий Петров, в 2008 году. И потом проходит какое-то время, всего 1,5 года, Геннадия Петрова отпускают под подписку, он благополучно улетает в Россию, концы обрубаются зачем-то. Я хочу вас спросить, почему? Потому что это был главный человек, на котором все это держалось, все это вокруг него накручивалось. И остаются его связи, остаются преследуемые. И ведь это все пока для нас пустой звук, потому что никого из этих людей на территории Испании сейчас нет. То есть главный вопрос, почему отпускали главное действующее лицо всей этой истории Геннадия Петрова испанские власти? Я, с вашего позволения, начну вот с чего. Что сейчас в Испании, в общем-то, наступил, вы знаете, большой и очень серьезный политический и социально-экономический кризис. Это ситуация не сегодняшнего дня, это уже ситуация, которая длится последний год, даже с небольшим. И пока конца края этому нет. И, по всей видимости, в той или иной форме эта ситуация завершится в июне, по всей видимости, во второй половине июня, через какое-то, в общем-то, событие, связанное с выборами. То есть будет назначено правительство, потому что его сейчас нет, это уже ненормально для Испании, уже почти полгода нет правительства в Испании, в крупной европейской стране, чтобы слушатели и зрители понимали, это, так сказать, 5-я европейская промышленная держава.
и в такой крупной стране нет правительства, это ненормально. И, значит, тезис, который мне в первую очередь приходит на ум, но не только мне, если почитать интернет, это достаточно уже теперь, можно сказать, распространенное мнение, что как только в Испании наступают какие-то тяжелые времена, кризис или то или иное событие, которое потрясает гражданское общество Испании, сразу вылезают какие-то такие, знаете, так сказать, ну, то, что журналисты называют флэш, да, то есть вот какие-то такие взрывные, так сказать, информационные взбросы. Эти топики известны, это Гибралтар, это испано-британские отношения, это какие-то там полеты каких-то самолетов над испанской юрисдикцией и прочее, прочее. И в числе вот этих топиков это так называемая российская мафия, которая, как правило, если разобраться, то или иное событие, и даже, в общем-то, вовсе и не российское. Зачастую это либо граждане Румынии, Украины и так далее и тому подобное. Ну, на этот раз, да, действительно, среди фигурантов есть и россияне. И последнее, что я... Да. Вот он только российский. Вот тот список, который сейчас выдвинут, вот. Он строго российский. Да, и последнее, самое главное, что я хочу сказать, что, конечно, то, что это сейчас всплыло в информационном поле в Испании, это не случайно. Это, конечно, назовем вещи своими именами, это в той или иной степени, но, тем не менее, это отвлечение внимание, так сказать, избирателей, гражданского общества в Испании от насущных, острых и, в общем-то, тяжелых для принятия решения проблем. Можно я вас сразу спрошу, перебью? Здесь очень важный момент. Да, конечно. Какое им дело, испанским избирателям, до всей этой русской мафии? Неужели их можно отвлечь от их проблем вот этим списком, о котором даже мы не все знаем, кто они такие? Да. Вот, значит, поскольку это происходит уже не первый раз, такое событие, я повторяю, что в тяжелое для Испании время кризисное, всплывает тема так называемой русской мафии, то, как говорится, непредвзятому наблюдателю, а я, в общем, знаю и слежу за российско-испанскими отношениями более 40 лет, вот, мне сразу приходит на ум, значит, вот эта идея, что, значит, ничего просто так не бывает. И поскольку сейчас определенное затишье в российско-испанских отношениях и достаточно сложная ситуация в российско-европейских отношениях, это, прежде всего, связано с санкционным противостоянием и так далее и тому подобное, с диалогом очень трудным, он проходит очень трудно, тяжело в сегменте углеводородов, нет, в общем, достаточно, так сказать, ну, простого понимания сейчас этой нынешней ситуации. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что Испания очень зависимая от углеводородов. Давайте мы к углеводородам... Нет, я просто сейчас одну фразу, если вы позволите, просто чтобы было понятно, почему вдруг я об этом заговорил. 14% значит, в Испании идет из России, марки Urals. А Испания на 90% зависит от внешнего завоза, от импорта углеводородов. Это, так сказать, энергетическая зависимая экономика, в отличие от других. И 14% в Испанию идет из России. Поэтому не обращать внимания, так сказать, на это обстоятельство невозможно. А зачем же им ссориться тогда с Россией, если они получают оттуда 14%? Я вот логику не вижу. Логика очень простая. Если наступает какие-то сложности в отношениях, для подогрева, всплывает вот эта тема. И это происходит не первый раз. Подождите, есть другая версия, вот, которую я вам предложу к вашему рассмотрению. Есть судьи, есть прокуроры, есть следствие, которое последовательно 8 лет подряд тащит это дело и пытается его расследовать поэтапно. И вот пришел какой-то очередной этап. Это вы совсем исключаете, что они занимаются этим потому, что они хотят эту русскую мафию посадить. Это вы исключаете такую версию? Смотрите, эту версию, наверное, исключать не стоит, но в связи с этим приходит на ум вот что. Значит, тема русской мафии существует ровно столько, сколько существует испанская демократия. С 1975 года время от времени
каждые 2 года, каждые 5 лет, иногда, допустим, 8 лет, ну, я сейчас так навскидку говорю, всплывает тема русской мафии. Чего же ей не всплывает? Еще раз говорю, она там, может быть, и есть. И даже, я уверен, она там есть. Но я еще раз говорю, часто это даже и не русская мафия. Это могут быть украинцы, болгары, румыны. Но сейчас действительно, все остальные мафии. Действительно, тут есть россияне. Значит, я думаю, что, скорее всего, вот нынешние события, так или иначе, я бы связал с затишьем, так сказать, я бы сказал так, с стагнацией в российско-испанских торгово-экономических связях. Я бы вот эту версию бы предложил. И что это дает, вот это оживление? И я думаю, поскольку политический класс в Испании, он не такой многочисленный, как в России, их по разным подсчетам, так сказать, ну, есть несколько как бы подходов. Наиболее стандартные обычно это 67 человек, 67 семей, которые как бы, так сказать, определяют вот ситуацию экономическую и даже политическую в какой-то степени в Испании. Вот. И политический класс, который сейчас ныне находится, так сказать, у руля испанской экономики, по всей видимости, недовольны текущим развитием, нынешним развитием, современным состоянием торгово-экономических отношений с Испанией. Российско-испанские отношения. Видимо, так сказать, объемы поставок туда-сюда, объем торгово-экономических отношений не удовлетворяет и прочее, прочее. Поэтому для подогрева, для, так сказать, ну, для активизации, что ли, торговых отношений, они выдвигают список российских чиновников, которых они арестуют, и один из которых действующий депутат, один действующий зампредседателя наркоконтроля. Я имею в виду вообще, почему всплыла тема российской мафии сейчас, почему она сейчас всплыла. Вы уже много раз это повторили. Она вот всплыла в связи с этим. То, что так что значит в связи с этим? А какую проблему решает эта тема? Вот вы говорите, что искусственно всплывает. Вы не хотите обсуждать тему того, что это идет следствие, что это реально действительно... Нет, я готов обсуждать. То есть я готов обсуждать, я даже вам прямо скажу. Я уверен, что как российские, так сказать, специальные подразделения, так и испанские, всех этих людей давным-давно знают, знают, где они живут, как живут, кто они, что они и почему. Такого я исключаю, чтобы эти люди не были известны и той стороне, и другой стороне. Почему это сейчас всплыло? Почему именно сейчас это новость номер один? Почему это рейтинговая новость? Вот я и объясняю, почему. Потому что, видимо, что-то в российско-испанских отношениях испанскую сторону не устраивает. И я думаю, они как вариант, чего достигают? Я думаю, как вариант, это, скорее всего, стагнация, так сказать, ну, некое затишье в торгово-экономических отношениях. Вот это вы уже 5-й раз это повторили, и вы никак не хотите ответить мне на вопрос, и чего они этим добиваются. В отношениях стагнации они говорят, что мы арестовываем 15 человек. Чего они добиваются для этой стагнации, для оживления торговой стагнации, тем, что они выдвигают список из 15 российских фамилий, среди которых есть высокопоставленные крайне. Чего они добиваются? Поэтому вот я вас спрашиваю, а вы не отвечаете. Я ответил бы так. Они добиваются, видимо, скорее всего, моя версия такая, для того, чтобы активизировать, так сказать, российскую сторону для повышения уровня, объема торгово-экономических отношений. Вот мы арестуем вас 15 человек, и поэтому вы с нами оживите торговлю? Вы серьезно это? Нет, я думаю, что это не случайно, то, что сейчас... Нет, вы серьезно сейчас сказали, что если мы вам выдвигаем список из 15 российских фамилий, среди которых есть и друзья Путина, и близкие ему люди, и еще 15 человек, это оживит наши торговые отношения? Я вам так скажу, я этот список не видел. Ну, я вам сейчас его еще раз прочитаю. Ну, вы можете еще раз прочитать, но я этот список не видел. Я не знаю, что это за люди, и действительно ли этот список соответствует тому, о чем вы говорите, потому что я не думаю, чтобы сейчас на нынешнем этапе какие-то близкие, так сказать, к российскому руководству люди были, так сказать, на счету полиции в Испании. Я думаю, что это не тот момент. То, что мафия, так сказать, отслеживается испанскими, так сказать, полицейскими частями, это известный факт. И это факт, как говорится, который медицинский факт, это известно 2008 года.
конечно. Да. И это досье публиковалось неоднократно в прессе. Вот как раз это тот вопрос, с которого я и начинала разговор с вами. Почему главный фигурант этого досье по имени Геннадий Петров был отпущен испанским правосудием? Вот вопрос, который я вам задала. Почему вы считаете, он был отпущен на родину? С тех пор это дело расследовалось, но без него, без человека, на который были нанизаны все остальные 15 фамилий, которые я сейчас перечитаю еще раз. Значит, что я помню из этой истории? Я помню, если мне память не изменяет, это, по-моему, лето 2008 года. Это такая достаточно серьезная ситуация была в Испании, внутриполитическая и внутриэкономическая серьезная ситуация. Не хочу сейчас вдаваться в подробности. Вот. И вдруг всплывает, и в течение 2 недель держится тема русской мафии, Петров, прочее, арест Петрова. Его показывали по телевизору, вели в наручниках, в капюшоне, сажали в машину и прочее. И каждый божий день, в течение, я повторяю, по-моему, 2 недель об этом шла речь и прочее. И потом вдруг, как будто какая-то ниточка по мановению какой-то волшебной палочки обрывается, и полное затишье, и все такое прочее. Вскоре после этого был визит министра иностранных дел Испании, визиты на высоком уровне и прочее, и так далее и тому подобное. Поэтому я этим примером, спасибо, что вы мне задали этот вопрос, хочу еще раз утвердиться в том, что тема российской мафии в том или ином подаче, в той или иной ее подаче. Почему? То есть вы считаете, подождите, я это уже поняла. То есть вы считаете, что его отпустили, потому что какие-то договоренности случились, какое-то что-то вроде торговли, да, произошло с испанским правосудием со стороны российских властей, и они отпускают этого человека, потому что с ними договорились? Я не знаю этого человека. Вы не знаете, почему я не знаю обстоятельств его ареста. То есть вы вообще про него ничего не знаете? Кто он, Геннадий Петров? Вы не знаете даже? Нет, знают все, потому что читают и видят, сказать, вот. Нет, понятно, кто он и что он, но сказать о том, почему его арестовали, а потом отпустили, я сказать не могу. Не можете, я хорошо. думаю, что на этот вопрос ответить, может быть, в Испании только 2 человека. Это генеральный прокурор и человек, непосредственно ведущий его дело в Испании. Понятно. Вот я хочу отметить, что мы сейчас фактически заново начнем программу, потому что я прочитаю еще раз весь список фамилий, и я вас уверяю, что я читаю его по государственному агентству РИА Новости. Они получили в свое распоряжение именно материалы испанского дела, перевели вот это постановление судьи испанского, так что здесь абсолютно все корректно, и все это по государственному агентству, я цитирую. Итак, судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата, правильно, я думаю, что ударение ставлю, Мата, да, выдал ордер на арест и объявил международный розыск 15 человек, подозреваемых в связях с преступной группировкой во главе с Геннадием Петровым. В постановлении, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, говорится, что судья вновь подтвердил выданные еще в июле 2012 года ордеры на аресты главы группировки Геннадия Петрова, его супруги Елены Петровой, а также члена Малышевской группировки Леонида Христофорова. Кроме того, в розыск объявлено еще 12 человек. Игорь Соболевский, который был заместителем главы Следственного комитета Российской Федерации, заместителем Бастрыкина. Депутат Госдумы Владислав Резник, серьезнейший персонаж российской истории, комитет по финансам, он почти был без 5 минут глава Центробанка, и он действительно тоже из ближайшего окружения Санкт-Петербургского Владимира Путина, и он также участвовал в деле банка, у него есть акции Банка России, он участвовал в руководстве этого банка, известный банк друзей Владимира Путина. Его супруга Диана Гиндин, гражданка Соединенных Штатов, кстати сказать, замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николай Аулов, действующий крупнейший российский чиновник, Антон Петров, сын Геннадия Петрова, и предприниматели, о которых нам рассказал Виктор Резунков, Илья Трабер, Аркадий Буровой, Виктор Гавриленков, Сергей Кузьмин, Павел Кудряшов, Олег Носков, а также Ирина Усова, вот, наверное, тоже предприниматель. Все эти люди из Санкт-Петербурга, в основном все они или корнями, или ныне сейчас там проживают, или работали. И когда вот мы видим перед собой, вы видите испанскую газету сейчас на экране, там так и пишется, что эти люди из окружения, часть этих людей из окружения Владимира Путина. И с нами на связи Владимир Гладышев. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир на связи с нами. Владимир из Лондона, сейчас адвокат, который... Владимир, я бы тоже хотела узнать ваше мнение об этом списке. И как вам кажется, когда испанские власти сначала отпускают главного фигуранта всего этого списка Геннадия Петрова, в связях с которым подозревают всех остальных, то для чего, как вы считаете, почему это случилось тогда? Может быть, вы проанализировали ситуацию? И почему сейчас вот снова эта история делает вот такой виток, такой оборот? Да, это очень интересное развитие событий. Конечно, немножко тут гадание какие-то кучи, понятно, чем мы занимаемся, но все равно интересно. Да. Значит, смотрите, у меня две версии, которые взаимно не исключают друг друга, но они достаточно простые все, чему достоинство. Во-первых, вчера произошло в Испании большое событие. Король подписал королевский декрет о проведении новых выборов, повторных выборов, не удалось сформировать правительство и так далее. Наиболее болезненный вопрос для испанского правительства нынешнего, которое будет очень сильно играть на выборах, очень сильно, потому что экономически нынешнее правительство Испании очень грамотное. То есть это все признают, самое грамотное экономическое правительство среди всех претендентов, собственно говоря, лучше, чем оппоненты. Оппоненты – это демагогия сплошная и больше ничего. Но у них слабое место – это коррупция. Говорят, что правительство не борется с коррупцией, причем в рядах собственной партии. Значит, чтобы правительству бороться с коррупцией, надо либо бороться с самим собой, либо бороться с оппонентами, социалистами, которые тоже коррумпированы не меньше, может и больше. Значит, если они будут бороться с самим собой, значит, подрезают свой сук, на котором сидят. Если борются с оппонентами, будут говорить, что вы в рамках избирательной кампании пытаетесь на нас надавить полицейским методом. Значит, надо бороться с коррупцией, но не активно, очень громко, но так, чтобы это не причинило к тому же и вреда. Вот это такая безболезненная тема для внутренней политики. Стартовала новая избирательная кампания, которая будет очень короткой. Выборы в июне. Уже сказали, что денег на это тратить много не будут, и партии, потому что и так страна находится в не очень хорошем положении, а тут еще новые выборы из-за неспособности политических партий договориться. Вот это вот идеальный вопрос, который не то чтобы очки добавляет Народной партии, он снимает уязвимость Народной партии, когда говорит, вот вы не боретесь с коррупцией, говорит, ну как же, вот поссорились с Россией, хотя у нас с Россией всегда традиционно хорошие отношения. Вот настолько мы бескомпромиссны. Это первая версия, которая, я думаю, что она наиболее близка к действительности. Вторая версия – это координация, в принципе, усилий Испании с союзниками по НАТО, которые таким образом просто хотят надавить на Путина, потому что тема коррупции в России гораздо более болезненная еще, чем в Испании, хотя в Испании она тоже болезненная. Опять-таки, это реальная тема, в отличие, там, скажем, от внешнеполитических тем. По Сирии тяжело. Что значит, теперь я у вас уже буду выяснять, а что значит надавить на Путина? Эта история старая, с 2008 года, ей 8 лет. О чем речь? Да. О чем речь? Чего давить-то, вот чем особенно новым? Как? Понимаете, постоянно же ищет с одной и с другой стороны, это как холодная война. У вас, собственно говоря, диссидентов преследуют, а у вас бездомные на решетке Госдепартамента спят. Ну вот из этой серии. Плюс это, собственно говоря, тема коррупции, это очень серьезная тема. Тема коррупции в России, она реальная. В отличие, скажем, в какой-нибудь Сирии, там, которая далеко не все однозначно, там, то тему коррупции очень трудно на ней, не Кремлю, как-то выиграть. Потому что коррупция, даже те, которые поддерживают Кремль, все коррупцию признают. И те, которые не поддерживают Кремль, те, которые поддерживают Кремль, для них коррупция реальная. Это действительно реальная проблема. Это привлекает. Это кого поставит привлекает? Под вопрос. Кого привлекает? Всех привлекает. Кого очень всех? Интересно. Кого всех привлекает? Меня привлекает, вас привлекает. Нет, совершенно не привлекает. Подождите, мы сейчас говорим о том, что эта история разворачивается в Испании. Правда же? В России она не разворачивается. В российские телезрители не узнают. Это кроме нас с вами, это обсуждать никто не будет. Это я вас точно заверяю. Слава богу, что есть российское информационное агентство, которое нас поставило об этом в известность. Но на государственных каналах вы этих тем, естественно, не услышите. Поэтому эта история рассчитана на испанскую публику. И вы считаете, что в этих выборах
выборах местных она может сыграть какую-то роль, что вот местное правительство борется с мафией. Это очень важно. Это очень важные национальные выборы. Это мы услышали. Это местные. Теперь, если говорить, Владимир, можно? Я уже услышала много версий, почему это может оказаться полезным, вспомогательным средством в экономике каким-то образом, в политике. А можно вот с вами поговорить об этой истории, собственно, о самой по себе, об этих фигурантах этого дела? Вот, например, я хотела бы у вас спросить, что вы думаете о том, что в этот список попал замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николай Аулов, который совсем недавно, вот я вычитала, с испанскими властями, между прочим, сотрудничал. То есть они там проводили какие-то круглые столы. Вот я сейчас читаю, что появилась в четверг эта информация, но при этом, сейчас я вам зачитаю одну штуку, при этом никаких прежде официальных запросов про Николая Аулова от испанских властей не получали. То есть это абсолютно новая история. Более того, около 2 недель назад замдиректора ФСКН Аулов проводил переговоры с делегацией МВД Испании по делу, по работе, по своей наркотической. И вдруг его объявляют в розыск и в арест. Вот как вы это объясняете? Что это за история? Расскажите нам, пожалуйста. Это совершенно разные сюжеты. Просто следствие в Испании, а там следствие идут следственные судьи, оно действительно независимо от тех людей, которые с ним встречаются на министерском уровне. Да, это конечно, понятно. Во-вторых, если вы помните, была история, когда назывались крупные фамилии, она была давно, еще в период Wikileaks, когда испанский прокурор в одной из телеграмм Wikileaks фигурировал, называл высокие имена, часть высоких имен он не называл, но говорил там такие имена, что вы все удивитесь. Вся эта история тянется вот с тех времен и давно. То есть у испанцев всегда было много информации на этот счет, прежде всего из прослушек разговоров, как я понимаю, то, что публиковалось в испанских газетах, из прослушек переговоров вот этих вот фигурантов со своими московскими друзьями, сотрудниками, соратниками. То есть это совсем не случайный список. Это список, это дело, которое проводилось на основании каких-то там переговоров. Это же все конечно, тома и тома. Безусловно. Я не думаю, что это список просто вот кто-то сказал, давайте вот мы придумаем список, чтобы Путину досадить. Ничего подобного. Это список, который реально лежал давно и проверен. Да. Я ни капли в этом не сомневаюсь. То есть другое дело, скажем не так, почему его сейчас составили, почему ему только сейчас дали ход. То есть, как я представляю себе, то есть вот эти списки, эти дела давно лежали на столе у политического руководства. Вопрос с Россией – это вопрос политический. Испанцы, они очень мирные, они ни с кем не хотят портить отношения, тем более с Россией. Но вот не хотят они портить отношения. Почему сейчас дали? Вот я как говорю, сейчас вопрос стоит выживания правительства, и на самом деле страна во многом на распутье, потому что если придут эти кошмарные Подемос в сотрудничестве со своими там СРП, там мало никому не покажется. Собственно, они спасают политическую систему. И дело не в том, чтобы набрать очки, а дело в том, чтобы ликвидировать пробоины в собственных боках. А пробоины, это были в последнее время серьезные коррупционные скандалы, о которых мы, естественно, ничего не знаем. И там Рита Барбера, и там другие люди, которых там у нас никто никогда ничего не слышал. И у социалистов были скандалы. То есть коррупция – это тема, политическая тема номер 1 в Испании. На этой теме выигрываются, проигрываются выборы. Все понятно. Но вот если суммируя все, что вы сказали, мы можем вот так ретранслировать нашим слушателям ваше сообщение. Если коротко, то этот список составлен на основании Вы вообще не сомневаетесь в добросовестности испанских следователей? Вы не считаете, что они действуют по политическому заказу? Вы считаете, что этот список, что наверняка они провели добросовестное расследование? Или вы в этом тоже сомневаетесь? Нет, я не сомневаюсь в добросовестности испанских следователей, но я допускаю, что здесь может быть политическая составляющая, которая состоит в том, когда был подан политический сигнал обнародовать этот список. Но составление списка, я думаю, он был составлен давно, и испанские
испанские следователи как бы говорили когда же. И, видимо, сказало правительство, уже больше не можем терпеть, нас обвинят еще и в этой коррупции. Собственно говоря. Вот, все понятно. Вы соглашаетесь, Андрей, что может быть такое развитие событий? Что он фактически повторил тоже, ну, что только говорила без я. Ну, вы говорили... Нет, Лена, разрешите я скажу. Да. Вот, мы с ним расходимся только в одном. Он это, так же, как и я, утверждает, что это отвлекающий маневр, потому что это все было известно давно, и действительно все это лежало на столах у кого надо, и с той, и с другой стороны. Это пункт номер один. Пункт номер два. Почему это произошло сейчас? Он совершенно правильно говорит, это отвлекающий маневр, только разница между его версией и моей, что он это приписывает, так сказать, или вернее акцент делает на внутриполитической ситуации в Испании, что я тоже не исключаю. А мой акцент, моя версия, больше склоняется к тому, что это, скорее всего, каким-то образом, прямо или косвенно, влияние на россиян. А вот зачем? Я думаю, что, скорее всего, область, сфера, на который направлены это все-таки торгово-экономические отношения. Потому что уровень политического диалога между двумя странами, и здесь я опять же согласен с господином Гладышем, очень высок. Да. Испанцы всегда были настроены среди европейцев наиболее пророссийские. Вот и все. Так вот, но главное, что я у вас тоже должна задать вам этот вопрос, но вы тоже считаете, что испанские следователи могли провести добросовестную работу, и что весь этот список реальный, и за каждым из этих вот фигурантов, скорее всего, может оказаться. Вы доверяете, короче говоря, работе испанского следователя или нет? Или вы считаете, что эта работа тоже может быть подчинена заказу политическому? Мой ответ такой. Да. Пункт номер один. Я не сомневаюсь в добросовестной работе добросовестных специалистов. Пункт номер два. Я уверен, что этот список, если он действительно тот, так сказать, который опубликован, он был известен и той, и другой стороне. Да, и пункт номер третий. Информация об этих событиях, и вы здесь, прошу прощения, ошибаетесь, прошла по всем федеральным каналам, включая РБК и прочее. РБК – это не федеральный канал. Хорошо, это по всем каналам, Михаила Прохорова, ну, может быть так, Михаила Прохорова, там, Блумберга, или я не знаю, ну, может быть. Я просто хочу сказать, что по 5-6 телеканалам эта информация прошла. Конечно, вот и все. Может быть, по РБК она прошла, может быть, она даже по Life News прошла. Но мы, конечно, когда я говорю об обсуждении широком, я имею в виду Первый канал, канал Россию, канал НТВ, и хотелось бы мне там услышать. И ничего в этом удивительного нет, что она прошла. Пока что она там не прошла. Она там пока не прошла. Если она пройдет, очень хорошо. Если мы услышим там конкретные имена конкретного действующего депутата Владислава Резника, конкретного действующего замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николая Аулова, и это будет обсуждаться и говориться, почему эти люди попали в сферу испанского правосудия. Мы об этом обязательно подождем и будем очень рады, если они начнут это обсуждать. И сейчас мы послушаем, что говорили люди на улицах Москвы по поводу вот этих вот версий испанского правосудия. Пока будем называть это версиями, потому что это еще не судебное решение. То есть судебное решение арестовать, но нет судебного решения, что эти люди виновны. Пожалуйста. Верите ли вы, что представители российской власти могут работать на мафию? Да, верю. Почему верите? Потому что в России очень высокий уровень коррупции среди чиновников. Вся власть – мафия. Ну, если у меня российская власть ассоциируется с трухой, в которой все что угодно может быть, то да. Нет, я не верю. Я думаю, что представители российской власти работают все-таки на государство, на народ. Может быть, есть какие-то единичные случаи, которые должны быть расследованы, но в массе своей все-таки нет. Я так не думаю. То есть вы думаете, испанцы по каким-то другим целям пытаются арестовать? Я думаю, это политика, это внешняя политика. Соответственно, каждая страна преследует свои цели. Как мы знаем, сейчас введена санкционная составляющая вот этой внешней политики Европейского Союза по отношению к Российской Федерации и контрмеры, антисанкционная политика. Ну, это игра, политическая игра. Нет, депутаты, я думаю, быть не могут точно, но связаны с мафией могут быть, наверное, каким-то образом. В это легко поверить. Нет, не знаю. Наверное, я не верю в это. Я имею в виду то, что испанские власти говорят о том, что наша власть коррумпирована. Ну, есть у них, конечно, на то
видимо, есть какие-то причины так говорить. Но, скорее всего, это из политических вот этих всяких соображений, связанных с последними вот этими санкциями. Ну и как бы это определенные меры воздействия, будем даже так говорить, давления на Россию. В общем, скорее всего, из-за этого. Хотя, мне говорят, дыма без огня не бывает. Они сами мафия, поэтому вы меня извините. Сами они мафия. Конечно. Почему верите? Потому что давно живу уже. Мне 50 лет, я знаю. Прекрасно в это верю. И 90-е годы отлично пережил, знаю, что это такое. Ну, вот мы к нашим слушателям тоже можем обратиться с вопросом, верят ли они в такие вещи. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните. И Виктор Резунков, вы на связи с нами? Виктор? Да, Лена, Виктор, вы на связи. Я хочу вас теперь все-таки спросить, ну, раз мы так много говорим об этих людях сегодня, или наоборот, очень мало говорим об этих людях сегодня, все-таки вы нам дайте справку по Владиславу Резнику. Почему такое пристальное внимание к этому человеку, к этому депутату? Почему еще в 2008 году началось с арестов его собственности в Испании? И как российские власти относятся, 8 лет он под подозрением, на него так или иначе накатывают волны, достают его этих постановлений об арестах. Так или иначе звучат обвинения в том, что он связан с Геннадием Петровым. Какая реакция здесь в России? Какие вы видите для него возможные последствия вот для этого человека, одного из самых высокопоставленных в этом списке? Лена, я хотел только немножко дополнить, сказать, как все развивалось вот с точки зрения де юре, да, вот на самом деле, если можно, очень маленькая ремарка такая. На самом деле, в 2008 году в рамках операции «Тройка» в различных городах Испании были задержаны 20 граждан России. Геннадий Петров провел под арестом полтора года. Да. Был отпущен под подписку о невыезде, уехал в Россию, больше не вернулся. А в декабре 2015 года, когда к России уже было совсем другое отношение после аннексии Крыма и, соответственно, да, ситуации с Украиной и так далее и тому подобное, против 26 граждан России и Испании, в том числе Резника и его супруги, были выдвинуты обвинения в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании. И вот в сумме обвинение затребовало для всех обвиняемых 126 лет заключения и почти 3 миллиарда евро штрафа. Все они были вызваны на заседание суда. В отношении тех, кто в назначенное время на слушание не явился, судья вынес постановление о заочном аресте и объявлении в международный розыск. То есть следователи-испанцы, они, собственно говоря, завершили начатое еще тогда дело вот таким образом. Здесь, в принципе, никаких коллизий нет, просто здесь даже непонятно, почему мы рассматриваем этот вопрос, почему это сейчас произошло. Ну вот. Мне надо тоже кажется, что да, закрыли дело вот так, да. Но тем не менее, для тех слушателей, для наших гостей, которые не очень хорошо представляют, почему Владислав Резник вот стал фигурантом и почему его испанская пресса называет человеком из окружения, из ближайшего окружения Владимира Путина. Вы могли бы еще раз нам это прояснить? Вот с этим человеком ситуацию. Мне надо поднимать сейчас документы, чтобы конкретно ответить на этот вопрос. Участие его и его супруги Дианы Гиндина вот непосредственно в тех операциях по отмывке, по созданию фирм и так далее. Он фигурирует в очень большом количестве прослушек, которые были представлены нам испанской стороной. Вот как раз и там он активно принимает участие и активно сотрудничает непосредственно по самым разным вопросам вместе с Геннадием Петровым. Там очень много их переговоров, очень большие фигурируют суммы, большое количество счетов различных фирм, которые перепродавались, отправлялись и так далее и тому подобное. Вот. И поэтому, если говорить, это надо просто уже конкретно обратиться к этим документам, и я бы мог тогда уже представить вам конкретно. Ну, логически, если говорить без всяких документов, а просто чисто биографически, в компании «Страховой Русь», которую он возглавлял, когда-то несколько месяцев работал Дмитрий Медведев в старые годы, еще до своего переезда в Москву. И он также являлся совладельцем Банка «Россия», его фирмы, которым
которым, соответственно, управляет ближайший друг Владимира Путина по фамилии Ковальчук. И я думаю, что это дало повод испанской прессе вот такие вот заголовки делать, что это люди из окружения Владимира Путина. Но с наркотическим человеком вы не знаете, почему. Потому что он-то, вот этот человек по фамилии Аулов, он только что появился в этом деле, по крайней мере сейчас. Вы еще пока не установили его связи с... Нет, Аулов, Лена, давно уже появился. Давно, да? Он появился, с самого начала, он активно там фигурирует, и он также ведет, там засчитано было, по-моему, около 70 прослушек переговоров его с Геннадием Петровым. Он занимался активно и закрытием, так сказать, Кумаина, непосредственно то, что сейчас Кумаин сидит уже большое количество времени. Он активно в этом участвовал, и все это согласовывалось вместе, опять-таки, с Геннадием Петровым. Там был задействован спецназ какой-то, там были специальные, сюда поехали в Петербург, целая бригада, огромная совершенно бригада спецслужбы, то есть спецназ такой, он подчиняется... в общем, это была такая элитарная группа, которая у всех вызвала даже наблюдателей и у журналистов вызвала мне большое удивление, когда забирать одного человека, Кумаина Барсукова, его забрали, насколько мне известно, в пижаме на его даче где-то под Петербургом, причем забирали его чуть ли не с пушками, с какими-то машинами бронированными и так далее. Это все работа непосредственно Аулова, этого человека, который непосредственно к этому имел самое прямое отношение. Понятно. И плюс прослушка. Понятно. Мы послушаем Сергея из Ростовской области. Сергей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Коррупция везде существует. Во всех странах. В России тем более. Почему ни социализм, ни коммунизм, ни всякие измы не проходят? Каждый человек гребет под себя, даже курица от себя. И что теперь я делать? Работал на заводе, если я гвоздь украду любого, я плохо себя чувствую. Сергей Довлатов, прекрасный рассказ «Виноград». Не только это все, а все эти путинские ребята, были другие ребята, Навальный и следующие придут, то же самое будет. Это неизбежно. То есть нет смысла их арестовывать, расследовать их дела, связи, отмывки, потому что, все занимаются этим. Нет, это нужно. Нужно все-таки? Иванова, Петрова, Сидорова посадить, то же самое будет. Поверьте мне. А зачем же тогда это делать? Все равно то же самое. Пусть они себе воруют. Продолжаться надо, потому что все мы хотим что-то лучшее, а выходит, как всегда. Понятно. Но все-таки вы разрешили продолжать дело испанским следственным органам. Спасибо вам за это. Я хочу еще вам, коллеги, прочитать публикацию Московского комсомольца 2009 года, потому что у нас остался из этого списка один необсужденный фигурант. Его фамилия Игорь Соболевский. Он был когда-то заместителем главы Следственного комитета. Но что самое интересное в этой истории, что в бытность президентом Дмитрия Медведева, а вдруг именно этого человека, Игоря Соболевского, после испанского скандала уволили с занимаемой должности. То есть он был заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре, Игорь Соболевский, и как только разгорелся этот скандал испанский под названием «Тройка», он подал рапорт по собственному желанию, потому что он был фигурантом этого скандала, и похоже, что его заставили это сделать. По данным МК, уход Соболевского напрямую связан с громкой спецоперацией «Тройка», начатой испанской полицией еще год назад, в июне 2008 года, они арестовали 15 человек спецслужбы Испании, преимущество россиян и так далее, и так далее. И считается, что этот человек, Игорь Соболевский, был связан с этой группой. И тогда еще было время, когда людей по таким подозрениям снимали с работы, сейчас это трудно представить. И, Виктор, я у вас все-таки спрошу, слышно ли что-то об этом Игоре Соболевском за эти годы? Или он также растворился, исчез в пространствах России? Вы слышали о нем? Нет, Лена, я специально просматривал опять сегодня тоже специально как раз по Соболевскому документы. Вы знаете, нет, там очень странная ситуация с этим Соболевским. Там же ведь на самом деле Бастрыкин тоже фигурирует в прослушке испанской. И, в общем-то, я думаю, что просто он попал под раздачу, потому что Бастрыкина не могли увольнять, и все-таки он достаточно, так сказать, высокопоставленный
чиновник и был не так давно назначен к 2008 году на этот пост. Собственно говоря, там часто прослушка свидетельствовала о том, что все обсуждали его назначение. Вот. Поэтому, видимо, Игоря Соболевского просто, так сказать, вот его решили уволить мне, чтобы немножко так спустить пар вообще из этого скандала вокруг Следственного комитета. Вот. Но пока чем он занимается, я пока еще не могу найти, ничего не знаю. Это такие уходящие в тень люди. Очень интересно. Вот я теперь хочу спросить наших дорогих гостей. Андреас, скажите, пожалуйста, вот испанская прокуратура объявляет в розыск людей, о которых даже в России ничего не знают. Они так растворились в пространстве. У них какие вообще-то перспективы перемещения по миру? Я просто не знаю вот соотношение сотрудничества испанских коллег с другими странами. Я просто не знаю, какие у кого с кем договоры. Что теперь их ждет? Вот после того, как испанцы объявили их в розыск и даже фактически под арест. Вот найдем и арестуем. Что теперь с ними юридически? Все будет зависеть от того, какая была установка дана испанскому руководству спецсил по, так сказать, выявлению вот этих вот фигурантов, да, вот. Если это была установка довести дело до конца, то есть это будет арест и прочее, то, конечно, это будет сделано. И неважно, есть ли двусторонние отношения, соучаствуют ли испанские службы с российскими в Интерполе, они участвуют, они я имею в виду третьи страны. Вот, и третьи страны. Вот, то есть это будет доведено до конца. Если это, так сказать, взброс по типу предыдущих взбросов, так сказать, против российской стороны, то я думаю, что сегодня-завтра это уже дело, так сказать, сойдет на нет, и благополучно это все перейдет в латентную ситуацию. То есть будет это решаться само собой, и как, подождите, и это что... значит, что такое латентная ситуация? Это значит, постановление отменят об объявлении международный розыск? Потому что вот человек, он с паспортом и с фамилией Соболевский. Он выезжает там, я не знаю, в Америку. И у него что, его арестуют или нет? Вот я что спрашиваю. Да, то, что вы спрашиваете, это понятно. Вот, а я отвечаю на этот вопрос следующим образом. Если установка испанскому руководству спецсил была довести это дело до конца, до логического конца, то есть выявить, арестовать и привести на испанскую юрисдикцию, я думаю, что это будет сделано, и я уверен, что это будет совершено при согласовании с российской стороной на том или ином уровне. Я уверен. Вот. Если же это, так сказать, не так, то я думаю, что это все обретет формы... Вы уже второй раз повторили это. Это значит, что они отменят свое постановление? Я думаю, что касается отмены или возобновления постановлений, я думаю, что это будет решаться в русле принципиального подхода, да или нет. То есть довести ли это дело до конца или, так сказать, отдать это на волю проведения. Вот, воля проведения включает в себя отмененное постановление? Или что значит воля проведения? Оно же есть. Вот они едут в третью страну при существующем постановлении на арест. Их арестовывают? Если эти фигуранты попадают, как мне кажется, я повторяю, я не юрист, я сейчас Владимир спрашиваю. Я понимаю, но я думаю, что, мне так кажется, что если на них объявлен международный розыск, то я думаю, что это по логике вещей, скорее всего, это так. Владимир, вот вы как адвокат, как юрист, вы нам подтвердите или опровергнете. Вот они сейчас в каком находятся юридическом положении в связи с тем, что именно испанцы составили такой список и обещают их арестовывать и там объявлять международный розыск. В других странах как у них, как их положение? Значит, одни испанцы, насколько я понимаю, сейчас ситуация такая, что испанцы подали заявку в Интерпол, представление в Интерпол. Если Интерпол его примет, то Интерпол формально обязан посмотреть, нет ли за это мотива политического преследования политическим мотивом. Если Интерпол принят, то история начинает приобретать самостоятельные черты, которые от испанцев уже во многом не будут зависеть. То есть теперь любое государство просто обязано будет арестовать при пересечении границы, при обнаружении, при регистрации в гостинице, при любых других действиях, этих людей арестовать и припроводить их в Испанию.
Понятно, будет процесс экстрадиции, они могут говорить. То есть нет, независимо от того, изменится политическая ситуация, политическая воля или нет, но уже машина будет запущена. Ну, конечно. Политическая воля очень тяжело изменить в этих вопросах. То есть надо объяснить потом будет, почему мы вдруг решили отозвать. То есть вот так вот, это не просто так делается. Здесь соотношение вот такой автоматической процедуры полицейского ведомства и точечных политических решений, оно достаточно деликатное. Понятно. Не то, что там политики говорят, будет давайте сложно. вот этих арестуем, а вот этих не арестуем. Да, короче говоря, раз машина уже дело пошло, оно, скорее всего, может быть доведено до конца. Мы завершаем на том, что будем следить за событиями теперь вот за решением Интерпола. До свидания.